Я хотел бы сказать несколько слов по поводу общественных обсуждений, дискуссий, которые развернулись вокруг событий в Баймаке, в Уфе и вокруг них. Возьмем вот самые наиболее, мне кажется, конкретные и наиболее корректные такие тексты. Я в данном случае имею в виду выступление глубоко уважаемой мной Альфии Ниязовны Султановой на сайте Пруфа и тексты Азата Шамилевича Бадранова. Альфия Ниязовна, насколько я помню, 2 раза выступала на Пруфах. И если по первому сюжету, по первому выступлению у меня, в общем-то, никаких особых замечаний нету, это ее позиция, она ее достаточно честно и аргументированно высказала, с ней можно соглашаться или не соглашаться, вот, то во втором случае, во втором выступлении у меня есть одно важное, мне кажется, замечание. Дело в том, что там Альфия Ниязовна, в числе прочего, просила, по сути, прямое президентское правление, то есть, чтобы федеральные органы власти, значит, по сути, управляли Башкирией так, были приглашены в Башкирию таким образом, чтобы имели преимущество перед местными региональными властями. Дело в том, что в этом случае вообще непонятно, зачем нужны республиканские власти, если федеральные органы власти будут работать, имея преимущество над федеральными. Поскольку так вертикальное преимущество они и так имеют. У нас вертикальные власти и так хорошо работают. В принципе, поскольку Альфия Ниязовна не политолог, не обществовед, в данном случае к ней вообще никаких претензий лично нет. Она высказала просто свою гражданскую позицию. Но вот этот сюжет, он сам повторяется не один раз и не только у нее. Я хочу напомнить, что во время самих протестов в Баймаке один из активистов, Ильдар Юмагулов, он открытым прямым текстом, помимо всего прочего, как раз призывал ввести прямое президентское правление в Башкортостане. Интересно, вот те, кто его слышал, они знают, что такое прямое президентское правление? Оно было в нашей стране, насколько я помню, 2 раза. Оба раза в Чечне, в разгар гражданской войны. Оно вводится примерно вот в таких обстоятельствах. И что оно само по себе означает, при насколько сложных условиях оно обычно вводится и применяется, я думаю, объяснять не надо в этом случае. Я, по-моему, пример может, показал. Да? И более того, подобные примеры, подобные мысли неоднократно звучали, например, от Азамата Галина. Тоже чаще всего на сайте Пруфа. Причем, в общем-то, звучали еще со времен номенклатурного переворота 2010 года, то есть, когда убрали Муртазу Рахимова, поставили, пришел Рустем Хамитов. И совсем недавно, уже прямо во время самих баймакских событий, опять, как раз от того же Азамата Галина, был вот такой сюжет, что в будущем не будет республики. Будет Челябинская область, будут еще какие-то области и так далее. Я понимаю, что Альфия Ниязовна была далека на самом деле вот от такой мысли, но смотрите, все эти мысли, они, в общем-то, в одном и том же тренде. И причем каждый раз именно со стороны оппозиции, совершенно конкретного кластера этой оппозиции. Мне это очень не нравится. И вот почему. Во-первых, сама по себе вот эта мысль, которая бродит в определенных кругах, в том числе в кругах местной оппозиции, она вообще не должна озвучиваться на самом деле, поскольку касается статуса республики, безусловной ценности для каждого башкира. Более того, это безусловная ценность для каждого, в общем-то, для каждого жителя любой национальной республики. Потому что национальные республики – это та ценность, которую мы выстрадали со времен гражданской войны и становления Советского Союза. Это тот институт, который позволил нашей стране восстановиться заново. Она же распалась. Во время гражданской войны она просто-напросто распалась. И только потом она вновь собралась. Причем пионером это был как раз Башкортостан.
как раз Башкирия, вот наша знаменитая первая республика, да, уже на новых основаниях. Это то, что позволило ей собраться и стать сверхдержавой. То, что позволило ей пережить потом испытания Великой Отечественной войной. И то, что позволило России не распасться по образцу Советского Союза. Поскольку распад шел из центра, что, кстати, недавно во всеуслышание признал Владимир Владимирович Путин в интервью Такеру Карлсону. Сама по себе постановка вопроса о существовании национальных республик, и в частности вот Республики Башкортостан, да, который, кстати говоря, часто возникает именно у радикальных националистов, поскольку нормальные люди обычно об этом даже вообще не вспоминают. И правильно делают. Потому что республика для нас – это просто безусловная ценность, вот как право дышать. Вы же не обсуждаете право дышать, правильно? И само внедрение подобных мемов, ведь их кто-то подсказывает, ведь их кто-то внедряет, это уже достаточно опасный, а самое главное, неприемлемый симптом, который должен быть вообще неприемлем, я считаю, в любых дискуссиях внутри башкирского общества. Внутри российского эта дискуссия, к сожалению, уже есть. Она уже идет, подобные стереотипы есть, и мы на экспортных площадках их, в общем-то, обсуждаем, так сказать, контраргументируем. С этим, в общем-то, пока с этим порядок. Пока. Вот, пока, потому что противоположная точка зрения, она в основном у определенных маргинальных интеллектуалов, но уже не только маргинальных. В общем, я останавливаться на этом не буду, вот просто констатирую факт, что эти вещи, которые открывают окно Авертона, они не должны быть приемлемы вообще у нас. И далее, вот, опять же, если мы возьмем тексты Азата Бадранова, то какие моменты я хотел подчеркнуть? Ну, во-первых, первый текст был написан, точнее опубликован еще до самой завязки баймакских событий. Он касался как раз и Фаиля Алчинова, и в целом вот этой истории с золотодобычей и с отсутствием рекультивации и так далее, и так далее. В общем, с тем, чем сам Бадранов по поручению главы занимался в Заурале. То, чем глава отчитывался не так давно, вот в Учеринском районе, когда он рассказывал про всю эту историю, это во многом как раз следствие вот этой работы. То есть он знал, конечно, о чем говорил, знал, о чем писал, но знаете, что бросилось в глаза? Во-первых, эта статья, она была как бы призывом к дискуссии, призывом, который не был услышан, он не состоялся. А не состоялся по крайней простой причине, потому что сначала, в общем-то, все возможности для дискуссий, для подобных, они были в обществе сильно затруднены, скажем так. Вот. И теперь, когда эта дискуссия действительно стала нужна, а информполе попросту провалено, возникнуть оно уже не могло. Оно по разнарядке не возникает. Такая вещь. Для этого сразу несколько сторон нужно. А чтобы несколько сторон были, надо, чтобы общество было к этому готово, чтобы интеллигенция, в том числе, она же формирует такие вещи. Она была готова к диалогу, а она к нему не готова, она его уже больше не воспринимает во многом. Это большая проблема на самом деле. Вот почему это произошло, это хорошо видно как раз по тому же выступлению Альфии Ниязовны. Во время первого выступления, помните, она так чистосердечно, честно объясняла, почему она вообще, человек очень аполитичный, академический ученый, вдруг взялась выступать, озвучив свою гражданскую позицию. И сказала, что тот же Фаиль Алчинов, когда он учился на ИСФАКе, она его не помнит, то есть он учился так, что она его, в общем-то, и не помнит вообще, хотя память у нее профессиональная. Но он, как и другие активисты, он приходил к ней, обращался к ней и помогал, когда была история с Уфой-2. То есть с построением депозитария, вот с этой нелепой на самом деле историей с построением якобы церкви, с якобы построением церкви на месте Уфы-3 и так далее. История, где, в общем-то, и башкирские, и русские православные, и прочие активисты, все были на самом деле заодно, все понимали, что там церкви не место. Если бы не было этого нелепого конфликта, который, к счастью, уже завершился, причем завершился, в общем-то, хорошо, и глава республики это подчеркнул как раз вот на последнем заседании Курултая,
то не было бы и мотива у той же уважаемой Альфии Ниязовны участвовать в этой политической дискуссии. Это просто один из примеров. То есть, когда власть сама сначала отталкивает интеллигенцию целым рядом вот таких вот спорных вещей, ошибок, даже оскорблений, иногда, потому что очень многое многие люди воспринимают просто как оскорбление. И так далее, и так далее. И вот этот груз неприятия, он накапливается. И потом возникает именно такая ситуация, когда общественного диалога не получается уже не только когда это нужно людям, но и когда это нужно и самой власти. Но ситуация, конечно, она должна быть обратима, это должно зависеть от нас, в том плане, что диалог необходим самому обществу, прежде всего, вне зависимости от того, как кто из этих членов этого общества относится к власти в данном случае. Он совершенно необходим башкирскому народу и всем народам Башкортостана. В данном случае просто потому, что допустить раскол внутри башкирского народа мы сейчас не должны. И еще один момент, который я считаю очень важным. Чем отличается вот деструктивный, неразрешимый на самом деле конфликт, именно такой вид конфликта, который и используется вот в этих гибридных войнах, которые сейчас нам приписывают, которые нас действительно те же самые враждебные нашей стране или нашей республике силы пытаются втолкнуть. Он отличается именно, точнее, он отличается от обычного хода конфликта, потому что у нас вся жизнь состоит из конфликтов, все их надо разруливать. Так вот, он отличается именно внедрением тоталитарного мышления. То есть, когда чужая точка зрения не воспринимается вообще, она как бы не видится. Что вот есть только наша точка зрения, которую мы считаем народной, и чужая, причем любая. Это заключается именно в совершенно безумном хейте. Когда противоположная точка зрения просто, как сейчас говорят, захейтивается. Да? Вот. И, в общем-то, это иногда уже наблюдается. Но, к счастью, вот лично я вижу хорошие симптомы. Я вижу то, что это включается далеко не всегда. У нас, в общем-то, общество достаточно способно к диалогу. Но это еще, лично я считаю, еще объясняется национальными особенностями башкирского общества. У нас всегда принято уважать всех, кто высказывается. Часто бывает, что это не соблюдается, это плохо. Вот когда это плохо, следует говорить, что это плохо, да, от кого бы это ни исходило. Но самое главное, нужно самим это правило соблюдать и не набраться на людей только потому, что вы увидели не нравящуюся вам точку зрения, тем более в каких-либо кадрах. Потому что тут надо еще понимать, что информационная сфера республики, она, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Значит, я считаю, что информационная политика провалена полностью. И поэтому то, что вы видите на экране, и то, что есть в реальной жизни, это разные вещи. Я вот вам хотел бы это проиллюстрировать чуть позже на примере заседания исполкома Курултая Башкир, вот встречи с главой республики. Я сам там присутствовал. Я на этом примере, потому что он очень характерный, проиллюстрировать вот то, о чем я говорил. Вот те вот недопустимые на самом деле для конструктивного разрешения вопроса вещи. Сейчас только одно скажу, что сами по себе такие заседания, они нужны. Нужны любые встречи сейчас, особенно на площадке Всемирного Курултая Башкир. Я, кстати, являюсь членом исполкома этого самого Курултая Башкир, поэтому я на этой встрече и присутствовал. И я считаю, что вот эта позиция была у Курултая выбрана совершенно правильная, потому что повлиять напрямую на течение конфликта он не мог никак. Но это общественная организация, это именно союз общественных организаций, который формально объединяет всех башкир. В период кризиса он может послужить их настоящему объединению. Именно на внеполитической платформе, потому что полуторамиллионный народ всегда будет разделен на множество разных партий. Часто конкурентных или враждебных. Это нормально совершенно. Ненормально, когда это будет делаться через тоталитарное мышление, тоталитарное неприятие друг друга, вот это уже путь в тупик. Этого не должно быть. И поэтому Курултай изначально, я считаю, исполком Курултая правильную позицию занял, когда сказал, что нужно сейчас отодвинуть свои гражданские предпочтения
и по мере сил идти к диалогу. Установка очень хорошая. То, что исполнение бывает шероховато, это нормально, это обычный процесс, рабочий процесс. Вот. А само стремление к диалогу, вот, оно правильно, и я тоже по мере сил постараюсь в этом участвовать.